Казахстан закрывает въезд для граждан Кыргызстана в обычном режиме. До особого распоряжения по внутренним удостоверениям из страны в страну больше не приехать. Коронавирус в Азии и в мире. Последние подробности. Пересечь границу по внутреннему паспорту, то есть с вот такой ID-картой, станет невозможным. Все потому, что в нем не отображается история ваших перемещений. Власти Австрии выдали официальному Душанбе уже 4-го по счету активиста партии Исламского возрождения Таджикистана. Почему страна Евросоюза помогает соратникам президента Рахмона бороться со своими политическими противниками? Задача дискредитировать, подорвать доверие властей европейских стран в отношении просителей убежища из Таджикистана. Из журналистики в бокс или из банковской сферы в кафе. Рассказ о женщинах, которые бросили успешную карьеру ради любимого дела. Бокс – это душа моя. За счет того, что я тренирую, за счет того, что я обучаю, провожу в зале здесь время, я наполняюсь. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Страны Центральной Азии принимают все более жесткие меры, чтобы оградиться от коронавируса, усиливают контроль на границах, запрещают массовые мероприятия, отменяют концерты зарубежных звезд. Ближайшим соседям с Китаем до сих пор пока удается уберечься от распространения вируса. По крайней мере, так рапортуют власти всех 5 государств. Население это не успокаивает. Люди продолжают массово скупать средства защиты. О ситуации подробнее расскажет Дарья Тимофеева. К эпидемии коронавируса руководство Кыргызстана стало относиться явно настороженнее. Власти выделяют почти $500 тысяч на профилактику. Заявляют, что планируют запустить в стране производство медицинских масок. И все это на фоне экономических потерь государства от новой инфекции. Из-за закрытия границ с Китаем падает объем таможенных сборов. Кроме того, закрытие границ влияет и на работу промышленных предприятий в регионах, в первую очередь с участием китайского капитала. То есть ситуация с коронавирусом уже становится источником частичной неопределенности для бюджета и экономики. Пойти по примеру соседнего Таджикистана и отказаться от пятничных молитв кыргызстанский муфтият не решается. Священнослужители уверяют, что ставить запреты верующим не могут. Пока планируют дезинфицировать мечети и проводить лекции о коронавирусе. Минкультуры пошли на более жесткие меры. Отменили до конца месяца все культмассовые мероприятия. Медики советуют и простым гражданам не проводить масштабных торжеств. Ограничения для кыргызстанцев вводит и соседний Казахстан. Пересечь границу по внутреннему паспорту, то есть с вот такой ID-картой, станет невозможным. Все потому, что в нем не отображается история ваших перемещений. А в связи с эпидемией коронавируса все хотят знать, откуда и когда вы приехали. Путешествовать в Казахстан теперь можно только по загранпаспорту. Норма для кыргызстанцев начинает действовать с 8 марта. С воскресенья в Казахстан полностью запрещен въезд гражданам Южной Кореи, Китая и Ирана. Накануне все 100 пассажиров рейса из Сеула были помещены на карантин в Алматы. Казахстанские велогонщики тем временем отказались от участия в соревнованиях на территории Италии и Франции. Мы уже в осадном положении. Денег нету ни на солярку, ни на еду. На границах Ирана сегодня застряли сотни дальнобойщиков из стран Центральной Азии и Турции. Водители больших грузов не могут выехать, так как Азербайджан и Туркменистан закрыли пункты пропуска. Они жалуются на тяжелые условия пребывания, отсутствие воды, столовых и туалетов. МИДы стран, гражданами которых являются водители, обещали оказать содействие. Сейчас договаривается, но в данное время последнее слово осталось по комиссии. В комиссии именно по коронавирусу Республики Туркменистан. Власти Узбекистана намерены эвакуировать своих граждан из Южной Кореи. Для этого 8 марта запланирован первый полет в Сеул самолетом госавиалиний. Позже совершат еще 3 рейса. А вот аэропорт Ашхабада, напротив, перестал принимать международных гостей. Как сообщается на сайте Хроники Туркменистана, все рейсы из-за рубежа теперь переправляют в Туркменабад. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время Азии. Правительство по всему миру отменяет рейсы в страны со сложной вирусной обстановкой, а авиакомпании на грани разорения. Коронавирус корректирует все ранее озвученные прогнозы по мировой экономике. Количество инфицированных тем временем перевалило за 100 тысяч. Число погибших приближается к 3,5 тысячам. Случаи заражения обнаружены в 85 странах. Основной прирост инфицированных наблюдается в Европе. В России уже 10 зараженных. Москва готовится к возможному карантину. Акрам Абдукахор с последними новостями.
Коронавирус проверяет авиакомпании на прочность, и, похоже, кризиса в этой сфере не избежать. Первой жертвой COVID-2019 стала региональная британская компания Flybe. По данным BBC, перевозчик, давно еле сводивший концы с концами, обанкротился из-за коронавируса. Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса на сумму от 60 до 113 миллиардов долларов. Ожидается, что больше всего от коронавируса пострадают авиакомпании Тихоокеанского региона. Мы ожидаем, что наибольший ущерб будет причинен авиакомпаниям Тихоокеанского региона. Схожие прогнозы были во время вспышки SARS в 2003 году. Так что мы ожидаем, что пассажиропоток в 2020 году снизится на 13%. В абсолютных цифрах это где-то 28 миллиардов долларов. Это очень большая доля доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это очень серьезное сокращение денежного потока для авиакомпаний в этой части земного шара. Тем временем общее число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 100 тысяч. Прирост инфицированных в основном происходит за счет европейских стран. По динамике роста Германия, Франция и Испания обошли Сингапур, Японию и Гонконг. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены почти 15 тысяч инфицированных. Глава ВОЗ считает, что некоторые страны не предпринимают достаточных усилий для прекращения эпидемии COVID-2019. Это не учебная тревога. Сейчас не время сдаваться, не время для оправданий. Сейчас время прикладывать усилия. Мы не думаем, что следует отказаться от сдерживания вируса. Как я уже сказал, многие страны преуспели с этой стратегией. Но мы также не утверждаем, что надо придерживаться стратегии сдерживания и только. Мы говорим в дополнение к агрессивной стратегии сдерживания, пожалуйста, будьте готовы к любым случайностям. Мы можем столкнуться с кризисом, так что давайте подготовимся к любым возможным событиям. На фоне критики руководства ВОЗ власти Москвы ввели режим повышенной готовности. Всех граждан, прибывших в столицу из стран со сложной вирусной обстановкой, обязывают оставаться дома в течение 2 недель. Мэрия российской столицы ранее, несмотря на множество случаев обнаружения инфицированных, не предпринимала должных мер. Сейчас официально общее число зараженных коронавирусом в России составляет 10 человек. Только за последние сутки в стране обнаружили 6 новых инфицированных. 5 заболевших обнаружены в Москве, 1 в Нижнем Новгороде. Тем временем у берегов Калифорнии разворачивается новая драма с очередным круизным лайнером. Теперь уже Grand Princess с почти 3,5 тысячами людей на борту помещен в порту Сан-Франциско на карантин. По данным Reuters, по меньшей мере у 35 человек на борту появились симптомы респираторного заболевания. Накануне один из пассажиров Grand Princess скончался в калифорнийской клинике от коронавируса. Очередной член партии Исламского возрождения Таджикистана выдворен из Европы официальным властям Душанбе. Австрия передала активиста, запрещенного в республике движения ПИФТ, Хизбулло Шовализада. На родине его обвиняют в экстремизме и измене родине. Согласно сообщениям Генпрокуратуры Таджикистана, в 2016 году во время нахождения в трудовой миграции Шовализада присоединился к ПИФТ и до 2019 года, цитирую, проходил террористическую подготовку в одной из зарубежных стран с целью дестабилизации социально-политической ситуации и изменения конституционного строя в Таджикистане. В официальном пресс-релизе указывается, что бывшие члены ПИФТ, которых власти задержали еще в 2016-2019 годах, показали Шовализада причастен к экстремистской деятельности. Он обвиняется по статьям измена родине и организация деятельности экстремистской организации. В Генпрокуратуре также отмечают, что Шовализада является 4-м гражданином Таджикистана, переданным Евросоюзом властям республики. Ранее из стран ЕС в Таджикистан были экстрадированы Лои Шерали, Мустафа Хайотов и Камрон Зухуров. Все они также находились в розыске за участие в деятельности в запрещенных в Таджикистане организациях. Глава организации Human Rights Vision Foundation Виктория Надеждина в интервью нашей программе рассказала, что власти Австрии рассматривали дело Шовализада по 2 процедурам – экстрадиции и депортации. Экстрадицию запросили власти Таджикистана, но Австрия в ней отказала. А вот по депортационному делу миграционные службы Австрии приняли решение выдворить таджикистанского активиста. Надеждина предположила, что было плохо подготовлено юридическое обоснование о предоставлении убежища. В случае Хизбулло Абдулла Шовализада, то есть австрийские власти рассматривали непосредственно его заявление о предоставлении убежища. То есть речь шла именно о миграционной юридической процедуре. И в этом заявлении ему было отказано.
как я уже сказала, да, учитывая, что это юридическая процедура, она должна быть очень четко аргументирована, очень сильно обоснована. И я так думаю, что, видимо, с этими аргументами, возможно, возникли какие-то проблемы или, возможно, не было достаточно хорошего юридического сопровождения в тот момент, когда он подавал на убежище, да, и он, возможно, просто был не готов или не смог хорошо обосновать. Поэтому на его заявление был отказ. Виктория Надеждина также рассказала, что по имеющейся у нее информации власти Таджикистана уже несколько лет проводят операции по дискредитации таджикистанцев, просящих убежище. Это делается, чтобы подорвать доверие европейских стран к этим людям. Начиная с 2015 года спецслужбы Таджикистана запустили операцию, в рамках которой они отправляют специальных людей, это, как правило, молодые парни или даже иногда семьи, отправляют из Таджикистана в страны Европы с целью запроса политического убежища. Какая задача стоит у этих людей? То есть их задача подорвать доверие властей европейских стран к просителям убежища из Таджикистана. После прохождения процедуры такие люди зачастую часто возвращались в Таджикистан, и благополучно все было в порядке. И этим самым вот эта вот операция, она непосредственно направлена на салафитов, на членов группы 24 и ПИФТ. То есть задача дискредитировать, подорвать доверие властей европейских стран в отношении просителей убежища из Таджикистана. И более того, я вам скажу, что это даже преследовало задачу дискредитировать работу правозащитных организаций, которые оказывали юридическое сопровождение просителям. Мы переходим к другим новостям. В Кабуле жертвами атаки стали более 20 человек, более 30 пострадали. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся. На мероприятии присутствовали экс-президент Афганистана Хамид Карзай, а также недавний кандидат на президентский пост премьер-министр Абдулла Абдулла. Они не пострадали. Подробности в следующем материале. Группа вооруженных людей в пятницу открыла огонь на мероприятии в Кабуле. Там находился премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Политику удалось скрыться. Как сообщило Министерство здравоохранения, нападающие убили 27 человек и ранили около 30. Церемония была посвящена годовщине гибели лидера маджахедов-хазарейцев Абдуллы Али Мазари, убитого талибами в 1995 году. Это первое крупное нападение с момента подписания мирного соглашения между США и представителями исламистского движения неделю назад. Талибан категорически отверг свою причастность к атаке. В прошлом году во время этого мероприятия также произошло нападение. Несколько человек погибли. Тогда ответственность взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». В Казахстане журналиста одного из местных изданий обвиняют в разжигании социальной розни. Причиной тому послужила статья о Нурсултане Назарбаеве. В ней корреспондент республиканской казахскоязычной газеты Асхат Асан пишет об авторитарном режиме, построенном первым президентом страны. Что именно не понравилось властям, попытался выяснить Ернур Дожанов. Настанет ли день, когда экс-президента будут допрашивать по линии Интерпола? Под таким заголовком 20 февраля вышла статья в местной казахоязычной газете «Жас Алаш». Спустя 2 недели автором материала Асхатом Асановым заинтересовались в полиции. Журналиста вызвали в отделение и допросили по делу о возбуждении социальной розни. Пока в качестве свидетеля. Ничего непристойного я не писал, никого ни к чему не призывал. После моего материала никто не вышел на улицы. Мне сообщили, что мою статью отправили на экспертизу. Теперь они ждут результатов. Никто меня не подталкивал к написанию такого материала. Это моя инициатива. Я думаю, что не угодил некоторым высокопоставленным чиновникам своими предыдущими статьями. Поэтому они с удовольствием взялись за меня из-за такого резонансного материала. В своей статье Асхат Асан пишет, что в Казахстане грубо нарушаются права человека, нет институтов, защищающих
защищающих интересы общества. Журналист отмечает, что это все плоды созданного Назарбаевым, цитата, клептократического авторитарного режима. Уже бывший редактор газеты Инга Иманбай уверена, что здесь пахнет политическим заказом. Помимо этого, она считает, что сама может стать фигурантом дела. Мы и до этого выпускали похожие материалы. К примеру, в газете была статья, в которой говорилось, когда мы сможем расследовать превышение полномочий Нурсултана Назарбаева и его семьи. Ничего противозаконного там не было. Я сама в роли редактора следила за всем. Если бы и было что-то противозаконное, я бы не пустила текст в печать. Сейчас я воспринимаю возникшую ситуацию как политическое гонение со стороны власти. В Генеральной прокуратуре ситуацию пока никак не комментируют. Между тем, правозащитники недоумевают, как личность экс-президента и его семьи была притянута к социальной группе, в отношении которой можно допустить возбуждение розни. Этот закон не предназначен для защиты прав наших граждан. Он нужен власти для наказания неугодных людей, чтобы заставить замолчать их и для ограничения свободы слова. Об этом уже столько времени говорят правозащитники и эксперты. К великому сожалению, тех, кого привлекают по такому делу, зачастую ждет наказание. Правозащитники неоднократно призывали власти конкретизировать формулировку статьи о возбуждении социальной розни. По их словам, она зачастую используется для уголовного преследования как активистов, так и рядовых граждан. В конце прошлого года действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил за гуманизацию статьи, но по сей день никаких изменений нет. Отмечу, только в прошлом году по статье о возбуждении социальной розни в Казахстане было заведено почти 60 дел. Смотрите далее в нашей программе. Из журналистики в бокс или из банковской сферы в кафе. Рассказ о женщинах, которые бросили успешную карьеру ради любимого дела. Бокс – это душа моя. За счет того, что я тренирую, за счет того, что я обучаю, провожу в зале здесь время, я наполняюсь. Вы смотрите программу «Азия». Следующий сюжет о том, как две таджикистанские девочки спасли друг другу жизни. Им обеим требовалась пересадка печени, но доноров они найти не могли. Их матери познакомились, пытаясь долгие годы решить проблему. Чем все в итоге закончилось, об этом наш репортаж. Эти женщины из Таджикистана познакомились, пытаясь найти выход из отчаянного положения. Дочерям Зарнегор Санговой и Рукшаны Ахмадовой требовалась пересадка печени, но врачи никак не могли найти подходящих доноров. Однако в январе появилась надежда на спасение детей. У женщин и их девочек обнаружилась перекрестная совместимость, то есть одна могла стать донором для дочери другой, и наоборот. Мы с дочерью страдали 5 лет, она была при смерти. Мы познакомились с Санговой, и я дала ее дочери часть своей печени. Она стала донором для моей дочери. По таджикским законам донор органов или тканей должен быть родственником реципиента. Однако эти две женщины получили возможность выступить перед медицинской комиссией, и им дали разрешение на операцию. Мы посоветовались друг с другом и согласились. Потом пришли на заседание комиссии, и они тоже согласились. Потом была операция, и теперь дочь этой женщины мне как своя. Пересадку сделали 31 января, всего через 2 недели после знакомства женщин. Дочерям в тот момент было 9 и 10 лет. Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека открылся в Душанбе в 2011 году. С тех пор там сделаны сотни операций по пересадке почек, печени и других органов. В 2019 году мы начали проводить трансплантации детям с весом менее 10 килограмм. В целом, в 2019 году мы провели 17 операций по пересадке печени и 125 по пересадке почек. Такие операции представляют риск и для донора, и для реципиента из-за возможных инфекций или отторжения тканей. Однако пока анализы показывают, что обе пересадки прошли успешно. У большинства доноров функциональность печени полностью восстанавливается в течение нескольких месяцев. Обе женщины надеются, что их дочери поправятся, и страдания, которые так сблизили их, останутся позади. Из журналистики в бокс или из банкиров в бариста? Какой он дауншифтинг по-женски, когда успешную карьеру бросают ради любимого дела, расскажет Джибек Бигалиева. В гламурных спортклубах и настоящих профессиональных перчатках Айджана тренировалась не всегда. До этого были обычные дворовые залы в подвалах, а еще раньше Айджана работала журналисткой. Сам меня вечно поправлял с петличкой.
Когда у Айджаны появилась собственная передача на местном телевидении и девушку стали узнавать на улице, она вдруг поняла, что занимается совсем не тем, что ей нравится по-настоящему. Бокс – это душа моя. За счет того, что я тренирую, за счет того, что я обучаю, провожу в зале здесь время, я наполняюсь. Это идет какой-то, знаете, вот как сосуд, который пустой был почти там 5-6 лет, он наполнился. И сейчас сосуд стоит и просто радуется. Осталось туда только цветочки закинуть, и чтобы эти цветочки расцвели. Теперь к Айджане ходят тренироваться ученики, в остальное время она работает преподавателем физкультуры в частной школе. Как только слышат бокс, как только слышат, что тренер по боксу, девушка, да, или там кто-то, сразу мнение, тупой боксер, там, пробитый и так далее. Ну давайте, я говорю, ребята, пойдемте поговорим, кто тут пробитый, а кто нет. Приходят, начинают со мной разговаривать, у них там, как так, вы еще умеете разговаривать? Ага, вы еще книги читаете, да? Вы не тупой боксер. Я говорю, ваше стереотипное мышление, которое играет в голове, надо просто вот, не надо за человека думать заранее, не зная, кто он. Это главная ошибка всех наших, кыргызстанцев. Как много стереотипов у кыргызстанцев даже в отношении к еде рассказывает на своих приемах Алтынай Джуманазарова. Примерно 2 года и 20 килограммов назад Алтынай работала директором пиар-агентства. Мы много лет жили на традиционной культуре, в традиционной пищевой культуре, и питались плов, манты, лагманды, шорпо. То был большой вес, он и сейчас есть. Я в полгода в процессе сброса веса, я скинула порядка 22 килограммов за это время, и продолжаю снижать дальше. И пришлось перестроить полностью всю систему питания семьи, и получились очень хорошие результаты. Сейчас Алтынай учится в академии при медицинском университете имени Сеченова в России. У меня сегодня гречка, запеченные брокколи, капуста квашеная. Мне гораздо более комфортно, нежели мне было комфортно в предыдущей моей отрасли, в пиаре, потому что я чувствую, что я приношу практическую пользу настоящим людям каждый день. Я получаю большой фидбэк, то есть рассказывают люди, что меняют свои пищевые привычки, у них получается изменить рацион, покупать другие продукты более здоровые, отказываться от сладкого, от газировки и так далее. И это очень мотивирует. Ты понимаешь, что ты делаешь какие-то правильные вещи, благодаря которым люди чувствуют себя лучше. Единственное, у меня волосы, конечно, не были синими, поскольку все-таки в банке очень, скажем так, строгий дресс-код. Синие линзы, голубые ресницы. Больше синего цвета бывшая банковская работница любила только кофе. Теперь свой любимый flat white Асель будет варить в своей собственной мини-кофейне. Очень многие, конечно, не поняли, поскольку я человек достаточно зрелый, но вы, как понимаете, все равно у нас в обществе существует такая стигма, что особенно работаешь в банке, получаешь миллионы, а тут раз и кофе продавать. Конечно, меня отговаривали, кто-то даже сказал, кризис среднего возраста. Но слушать их Асель не стала. Она уволилась из банка и начала искать дизайнеров, которые могли бы нарисовать уютную синюю кофейню из ее мечты. И что я хочу сказать, чтобы люди не боялись, если они хотят что-то исполнить, и что это, если это вполне осуществимо, нужно идти за мечтой. Да, это банально звучит, но на самом деле, я думаю, мой пример, я надеюсь, он будет заразительным для многих, поскольку, в принципе, я обычный человек, без каких-либо миллионов, который всегда был офисным работником, просто немножко накопила. Теперь мечты Асель еще смелее. Как только кофейня откроется, вместо тесных 8 квадратных метров она планирует арендовать еще большую площадь и, может быть, когда-нибудь даже создать собственную сеть кофеин. Тюбек Бегалиева, Азат Антамаков. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Новая российско-турецкая конфликт в сирийском Идлибе грозит прямым военным столкновением Москвы и Анкары. Боевая риторика в провластных медиа двух стран. Коронавирус, кликбейт, как интернет-аферисты и спамеры наживаются на людском страхе и панике. Карантин ТВ и фитнес онлайн. Вирус меняет привычки миллионов китайских граждан. Мозаику в Доме культуры села Макареште полвека назад создавали с натуры. Это реальные образы местных жителей. Денег на спасение Дома культуры в бюджете нет.
47 кошек живут в небольшой квартире Натальи и Адриана. Всех их подобрали на улице и выходили. По возможности отдают в новые семьи и спасают других. Человеческая история о любви к животным.